Крим опять собирается прислать сватов. Залихан, не противоречь отцу, покорись. Проходи, погрейся. Мама, к нам путник зашел. Иди, иди прими гостя. Сними черкеску, я починю ее. Одинокий бедняк, озираясь, бежит. Сердце глупым птенцом под бешметом дрожит. Но лихая беда в отчий дом забрела, и в груди просыпается сердце орла. Он врага победил, он к невесте спешит и встречает друзей в каждом доме джигит. Одинокого нет, за веселым столом называют отныне его храбрецом. Якая ж ты картина, Афшур гырдашта, Амажагы вададам, Амзыхай кожахтай, Кабатыр юнаган.
Прости за любопытство. Кто ты? Откуда идешь? Урусхан. Урусхан? Ты Урусхан? За твою голову пристав обещал 500 рублей. Тот самый. И свою голову я доверяю тебе. Есть ли в вашем доме мужчины? Да. Отец священнослужитель и глухонемой брат. Но они в соседнем ауле у больного. Вернутся завтра к обеду. Почему же ты уходишь? В доме, где нет мужчин, горцу оставаться нельзя. Я изгнанник, вынужден избегать людей. Но я не зверь, и мне тоже нужен кров и очаг. Не отчаивайся. Любая девушка в наших горах хотела бы иметь такого покровителя, как Урусхан. А почему ты стал обреком? Это было 5 лет назад. Тогда я был еще свободен. Как-то раз проезжал я по склонам Ларса, где чабаны пасли свои отары. Вдруг появились вооруженные всадники. Они были пьяны и горланили песни. Исаул Байтуганов, подъехав к чабанам, потребовал баранов. Чабан сказал, что отара не его, и он не может раздавать чужое добро. Тогда всадники начали избивать его нагайками. Другие чабаны поспешили на помощь. Завязалась драка. Исаул Байтуганов выхватил пистолет и убил чабана. Сердце мое не выдержало. С тех пор я объявлен вне закона.
Мне пора уходить. Я укроюсь в святилище Дбауацилла. Не ходи туда. Дбауацилла тебя покарает. А мне больше некуда идти. Совсем некуда. Только там я могу спрятаться от людей. Это же святотатство. Я не боюсь Божьей кары. Я еще раз увижу тебя. Может быть, Бог оставит меня в живых? Спасибо за приют. Я видел отца Крима. Он приедет на днях к нам в гости. Могу я спросить, отец, зачем он приедет? Что нужно Тимиру от нас? Он пригонит своих овец, хочет породниться. Залихан. Здравствуй, Залихан. Здравствуй, Дзураб. Вернулся ли Дзаур? Нет. Скоро у нас праздник. Приглашаю вас повеселиться. Приходите с подругами. Спасибо. Здравствуй, Гергок.
Залихан, тебе пора подумать о замужестве, иначе состаришься. Я уже нашел тебе жениха, он красивый и богатый. Не догадываешься? Это мой названный брат Крим. О таком женихе может мечтать каждая девушка. Но я не собираюсь выходить замуж, дурак. Ну а когда присылать сватов? Кто меня спас? Бауацела. Бауацела. Бауацела спас нашего чебана! Люди, устраивайте пиры, режьте баранов! Бауацела спас нашего чебана! Устраивайте пиры в честь святого Ильи! Режьте баранов! Люди, свершилось чудо! Бауацела спас нашего чебана! Устраивайте пиры, режьте баранов! А что случилось? Люди, Бауацела спас нашего чебана! Устраивайте пиры! Недалеко от рощи был обвал. Нашего чебана засыпало камнями. Если бы не Бауацела, ему был бы конец. Молитесь Богу! Бауацела спас нашего чебана! А какой из себя Бауацела? Чебан рассказывает, Бауацела высокий, красивый, с бородой. Гор, свершилось чудо! Бауацела спас нашего чебана! Молитесь Богу! Бауацела спас нашего чебана! Люди, молитесь Богу! Не наказывай несчастного. Бауацела, он нарушил твой покой. Он в твоих руках. Жалься над ним. Помоги ему. Помоги одинокому. Спаси его от всех несчастий. Сделай его чистым, как этот родник. Да сбудется твоя молитва, дочь Заура. Я помогу несчастному. Он будет жить.
называла меня святотатцем, а теперь пришла молиться за меня. Я пришла поблагодарить тебя. За что? Ты спас нашего чабана, он описал твои приметы. Чем ты питаешься? Горы кормят. Позволь мне приносить тебе пищу. А тебя не увидят? Не увидит. Только я боюсь переходить границу священной рощи. Выходи мне навстречу. Стой. Боже мой, какая радость! Вы посмотрите, Зураб, дорогой. Ну, здравствуй, дорогой Зураб, здравствуй. Здравствуй, Зураб. Здравствуй. Ну, идемте, Прошу тебя, идемте. проходи, Зураб. Проходи. Все заходите. Вот радость-то какая. Приехал, дорогой. Как же быть дальше? Успокойся, Клим. Многие девушки сначала говорят нет, а потом все-таки дают свое согласие. Скоро праздник, и ты сможешь потанцевать с ней. Я пригласил ее. Может быть, она любит другого. Моя пуля пронзила бы сердце того, кто осмелился бы даже посмотреть на твою избранницу. Зураб, сходи к ее отцу. Пусть погадает, будет ли Залихан моей. Хорошо. Я сделаю. Боже всемогущий, пришли обилие дождя, пусть земля наполнится влагой. Благослови нас, Господи. Здравствуй. Здравствуйте. Зачем пожаловал? Я хотел бы узнать, введет ли один из моих друзей в свой дом девушку, которую любит. Ну что ж, подожди. Бауацилла, если тебе угодно, чтобы девушка принадлежала его другу, пусть эти палочки по твоей воле подымутся. Пусть они подымутся. Бауацилла, мой всемогущий, пусть видят все святые. Благодарю тебя, мой Бог. Благодарю тебя. Благодарю. Вот видишь, твой друг ведет в свой дом девушку, которую он любит. Принеси благодарность Богу от имени твоего названного брата. Пора трогаться в путь. Доберусь до перевала, и через 2 дня я в Кабарде. И не вернешься. Не знаю, здесь меня поймают
Если бы мог, я бы увез тебя с собой. Хороша. Но ее отец требует слишком большой колым. Я прошу тебя еще раз. Нет. На этот раз надо послать самого Науруза. Он хитрый, быстро договорится. С Зауром трудно иметь дело. Он может вызывать духов и разговаривать с самим Богом. Но почему же он не просит Бога исцелить своего глухонемого сына или слепую жену? Тише, Зураб. Зураб, поезжай в Катгарон. Попроси Науруза. Хорошо. Мир тебе, Залиха. А девушке не следует одной выходить ночью, опасно. Кто дал право какому-то Кадаеву поучать дочь Заура? Кадаевы верно служили Цацкаевым и часто проливали кровь за своих господ. Я готов отдать свою жизнь, чтобы спасти дом Заура от позора.
Ах, прошу тебя, Зураб, никому не говори, что ты видел, как я поздно вернулась. Если уважаешь наш род, обещай мне молчать. А где ты была? Этого я не могу тебе сказать. А если я расскажу твоему отцу? Я все равно ничего не скажу. Залихан, ты знаешь, я названный брат Крима Татараева, и потому я имею право спросить тебя, где ты была? Какое мне дело до Крима Татараева? Ты будешь его женой. Никогда! Если ты любишь кого-нибудь другого, то смерть ему. Оставь меня, оставь. Благодарю Тебя, Господи, за светлый и радостный день. Сейчас. Давай сюда. Моя очередь. Иди ты. Идар, иди сюда. Хочешь пойти со мной на охоту? Идар, я остаюсь здесь. Никому не говори, где я.
же, не обойди наш дом своей милостью. Добрый день. Зураб. Да будет счастье в этом доме. Здравствуй. Здравствуй. Что нового? Ничего хорошего. Зайдем в дом. У меня неприятные вести, но я считаю своим долгом сказать вам об этом. Ну? Залихан ходит в цветы рощи и встречается с мужчиной. Что? Как ты смеешь, несчастный раб, посягать на честь моей дочери? Клянусь, все, что я говорю вам, правда. Уважая ваш род, я не могу молчать. Иди сюда. Иди сюда. Послушай, что говорит про тебя Зураб. Он не выйдет отсюда живым, если солгал. Бауцела, свидетель. Говори правду, Зураб. Вчера ночью я возвращался с охоты. Смотрю, Залихан спешит в сторону святилища. Я пошел за ней. Из святой рощи навстречу Залихан вышел высокий человек и обнял ее. Это правда? Дочь моя, правда ли это? Кто он? Бесстыдница! Отец, ты властен убить меня, но я не скажу. Я тебя заставлю говорить. На колени! От Бауцела, ты не спосылающий обильный дождь. Ты повелитель грома и молнии. Ты покровитель долины. Тебе честно служил мой род с давних времен. Ты видишь мое горе. Дочь моя запятнала честь моего рода. Она навлекла позор на весь наш род. Она встречается с неверующим, который вступил в твою обитель. Образум ее, Господи. Ступай вниз. Отец, не делай этого. Жалься, пощади, прости. Ступай. Нужно поймать этого человека. Прошу тебя, Зураб, пошли своих друзей по аулам, мы окружим рощу и выманим оттуда этого святотатца. Давай. Иду. Где Бибо? Бибо? Сейчас. Бибо! Иди. Тебя зовут. Бибо, собирай своих сыновей. Пусть едут к дому Таура. Хорошо, сейчас.
Как увидишь его, махни рукой и иди в нашу сторону. Салихан! Выходи. С кем связалась? Молись. Абрек-Урус-хан мой пленник. Я получу за него 500 рублей. Это Дбао-Ацела наградил меня, своего служителя. Как тебя? Тебе одному 500 рублей, а как же мы? Мы же его все вместе брали. Справедливо, Зао. Но я первый его увидел. Ну и что? Ну? Не грешите. Урус-хан, Урус-хан. Где я? В доме моего отца. Тебя хотят выдать властям. И получить 500 рублей. Есть только одно спасение. Сейчас. Вспомни закон Адат. Во второй комнате сидит моя слепая мать. Прикоснись губами к ее груди. Ну хорошо, поделим поровну, спорить не будем. Завтра с утра... Да, нет, сегодня до заката надо его доставить к приставу. Усынови. Кто ты? Что тебе надо? Усынови меня. Дай мне жизнь. Только ты можешь спасти меня. Приготовьте повозку. Не трогайте его.
По законам Адата, теперь он наш сын и брат. Унесите его. Ты должна дать согласие на брак из страха перед Богом, из уважения к родителям, к новому брату. Ясно? Всевышний определил, ты выйдешь за Крима. Ты не смеешь думать теперь об Урусхане, иначе как о брате. Это моя воля и воля Дбау Ацилла. Стойте! Лежи здесь и отдыхай. Воздух гор тебя укрепит, а еду тебе будут приносить каждый день. Мы выполним завет наших предков. Поправляйся. Счастливого пути тебе,
Пусть святой Георгий всегда сопутствует тебе, Дзураб, везде и всегда. Спасибо. Пью за ваше здоровье, за святого Георгия. Будьте счастливы. Ну, оставайтесь. Жди хороших вестей, Крим. Ну как, Навруз? Мы простим ей этот тяжкий грех, Дзаур, если ты выдашь ее за нашего Крима. Согласен? Нет. Да поймите меня, не могу я выдать такую красавицу даром. Это позор. Дайте мне 275 рублей. 250. И 300 голов скота. Нет, а как же ее грех? А иначе ничего не выйдет. Ты очень много хочешь. Нет. Ну разве это много? Твоя семья опозорена, Дзаур. Больше 250 не дадим. Нет. Да, хорошая цена, соглашайся. Ну хорошо. 260 рублей. 250. 260 рублей. 250 и ни копейки больше. Ну что ж, ладно, согласен. Согласен по рукам. Ну вот, договорились.
Приехали. Собирайся. Нет, я принадлежу другому. Я жду.
Стойте! Нет, вы мои гости. Я не хочу лишнего кровопролития. Подождем, пока подъедет жених, и предложим соперникам сразиться за обладание девушкой. Да будет воля Бауацилла, он покарает нечестивца. Никому такая девушка не нужна. Он опозорил 2 фамилии. Пусть Бог решает. Воля Бауацилла священна для нас. Я согласен на суд Бауацилла, но зачем ждать Крима? Я его брат и готов сразиться за его честь. Спросите нечестивца, согласен ли он на поединок. Хорошо, хорошо. Урусхан! Ты слышишь меня? Урусхан! Это я, Заур! Я здесь, Заур. Согласен ли ты на поединок, чтобы узнать Божью волю? С кем? С Урабом, названным братом Крима. А как же девушка? Останется с победителем. Согласен. Иду. Не ходи туда, они тебя убьют. Не ходи. Сыны Божии решили сразиться в святом поединке. Пусть сам Бауацилла поразит виновного, а оставшийся в живых может удалиться с девушкой. Дайте мне 2 башлыка.
нечестивцу! Стойте! Это воля Пауацилла! Это Крим.